Всем здравствуйте! Вы попали на YouTube-канале Smart Библиотеки 2.0.3. Меня зовут Гюльней, и я буду вести курс мобильной грамотности 50+. На этом курсе вы познакомитесь с полезными для повседневной жизни приложениями, узнаете, как находить в интернете нужную вам информацию, как быстро с помощью мобильного устройства добраться до нужного адреса и как быть в курсе самых актуальных новостей. Для начала у всех должна быть связь для интернета и мобильный телефон с любой операционной системой. Говоря простыми словами, операционная система – это первоначальный пакет программ, который загружается на аппарат и обеспечивает работу с ним. Так, рассмотрим два основных систем. Первая – это Android. Это тоже операционная система, которая сегодня используется на широком спектре устройств. Огромное количество смартфонов, планшетов и так далее работают на Android. Также есть операционная система iOS от компании Apple для айфонов. Наверное, все узнали свои операционные системы. В каждой системе есть некая программа для установки различных приложений. И это приложение называется у владельцев Android-систем Google Play от компании Google, а у владельцев iPhone App Store. Store с английского переводится как магазин. Именно этими приложениями мы и будем работать весь курс. Данные приложения вы можете найти из списка ваших приложений в меню. Открываем, и мы сразу попадаем на страницу для поиска новых приложений. У владельцев Android у вас приложение выглядит вот так. Разноцветный треугольник. Тоже открываете. И наверху мы видим строку для запроса с иконкой лупы. Давайте нажмем на него. И мы видим, что у нас появился мигающий курсор. Мигает, да? Это значит, вы можете ввести ваш запрос с помощью клавиатуры. Установку приложений мы рассмотрим на следующем уроке. Чтобы закрепить сегодняшнюю тему, попробуйте самостоятельно сделать по схеме данный процесс. И у вас обязательно получится. Напоминаю, в данном курсе мы будем работать только с бесплатными приложениями. Если вы посмотрели данный видеоурок, то, пожалуйста, ставьте палец вверх. Всем спасибо за просмотр. До следующих занятий.